Доброе утро, наши телезрители. Этим ранним утром мы предоставим интересное интервью с нашими гостями, которые вместе с нами начинают это доброе утро. Сегодня у нас в гостях талантливая юная жительница Камрата Дарья Кара. Несмотря на свой школьный юный возраст, Дарья уже выпустила свою вторую авторскую песню, а вместе с ней и клип. Поддерживают молодую артистку самые близкие люди. Мама Марина и преподаватель по вокалу Ирина Милкан. Доброе утро, рада вас видеть в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для многих утро начинается с чашечки чая, кофе. Как же утро начинается в семье Кара и в семье Милкан? Как у нас утро начинается? Пробуждение в школу? Школу. Как обычно, пробуждение в школу, одеваемся, завтракаем, чистим зубки и идем в школу. Тяжело просыпаться утром. Да, очень тяжело. Весной особенно? Да. Кстати, у нас в прошлом году утро начиналось с вокала всегда. Да. Помнишь? Да. В этом году вот мы уже... Ну, в первую очередь хотелось бы поздравить Дарью, юную нашу исполнительницу, с выпуском новой песни и вместе с тем с клипом «Дядуджу». Да. Это уже вторая, Третья песня. уже третья песня. Предыдущая была «Пал Ватаным», патриотическая, посвященная своей родине. Да. Мгм. А первой напомните, пожалуйста. Первая была как «Полы ватаным», только на румынском языке. Ну, вот сейчас тут и команда поддержки и поможет, да? Мама Марина, преподаватель по вокалу Ирина. Дарью поддерживаете в ее творческом пути. Первые самые шаги, которые Дарья делала, и где она это делала? Дома ли, в детском саду, либо уже в школе? Дома. Я начинала петь песни Ани Драгу, пела, танцевала под них. Мой брат меня снимал, отправлял Ане Драгу. И постепенно я уже начала заниматься вокалом, ходила к Ане Драгу, сейчас хожу к Ирине Анатольевне. Какие песни исполняли? Какие нравились? Ане Драгу песни? Мои любимые Ани Драгу песни «Солнечная Гагаузия». Я ее пела и на русском, и на гагаузском языке. Два ли языка только культивируете в начинающемся творчестве? Ну, в авторском материале у нас два языка, но мы, конечно же, поем и на русском языке. То есть мы на 3 языках работаем. Правильно я понимаю, песня «Пал Ватаным», она и в гагаузской версии, и в румынской Да. версии вышла. И это два разных клипа. Да. Один из клипов мы обязательно посмотрим, и непременно сейчас мы это сделаем, потому что Родина – это то место, Где мы живем, родная родина, наш край родной. ваш край родной. Да. Это какое место? Какой населенный пункт Гагаузии? Камрат, Очень любите свою родину? конечно. А самая малая родина, откуда она начинается? С Молдовы. Замечательно. Пал Ватаным на гагаузском языке исполняет юная, талантливая, начинающая исполнительница из города Камрата Дарья Кара. Birlikte yaşar insanlar bu bereketli toprakta. Ne kadar olsam uzakta, yok balı ana taraftan. Benim balı vatanım, Gavihem bir gün halkım. Musafir bu yurda bak, güzel bizde yaşa.
yaşamak. Benim balı vatanım, kadihim gergin halkım. Musafir bu yurda bak, güzel bizde yaşamak. Dostluk hemen aşmak olsun, halkımız tadik dursun. Yapmasın hiç adın geri, gitsin hem bir illeri. Benim balı vatanım, kadihim gergin halkım. Musafir bu yurda bak, güzel bizde yaşamak. Benim balı vatanım, kadihim gergin halkım. Musafir bu yurda bak, güzel bizde yaşamak. Benim balı vatanım, kadihim gergin halkım. Musafir bu yurda bak, güzel bizde yaşamak. Benim balı vatanım, kadihim gergin halkım. Musafir bu yurda bak, güzel bizde yaşamak. Ну что, познакомились с замечательной композицией. Юные, тем не менее, на 3 языках культивируют свое начинающееся творческое начало. Дарья, ну, поздравляем с премьерой Спасибо. на ГРТ. Родина. Почему все-таки первая авторская песня, она о родине? Это была идея твоей поддержки команды, либо ты сама захотела, либо все-таки любовь перенялась с солнечной Гагаузии? Любовь перемялась в солнечной Гагаузии Ани Драгу песни. И я говорю: мама, ну можно, пожалуйста, уже мою авторскую? Она говорит: хорошо, напишем. Вот, моя мечта исполнилась. Марина, Палы Ватаным. Кто написал песню, слова, музыку? Текст нам писал Илья Кюся, также аранжировка. Это полная его работа. Это наше начальное детище совместное. Первая песня писалась около полугода. Было нам сложно, потому что это было начало того, которого мы еще пока не понимали, насколько оно нам необходимо и каким масштабом оно должно обладать. Но получилось очень, на самом деле, замечательно и красиво, где описались описалась эта песня нашей любимой родиной, нашим краем, где Дарья в клипе показывает, как ей приятны эти поля подсолнуха, как она ценит это и как она любит свою родину. С вокалом, конечно же, работает Ирина. Да. Ирина, какие перспективы видите в юном таланте? Ну, Дашка на самом деле трудяга,
просто, мне кажется, она от мамы переняла эти качества, потому что она очень большая умница, и мне нравится в ней то, что она супер артистичная, и мы с ней находим такой вот общий коннект, и мы можем перевести наши занятия в такую игру, и у нас просто вот не какой-то там урок, а мы живем просто песни, да? Да. Она умничка, она большая умничка. Когда создался ваш союз творческий? Дашка ко мне пришла в 4 года, ей сегодня 8. Мы вот даже считали сейчас, и немножечко все в шоке, что уже 4 года мы вместе и занимаемся столько времени. Она пришла совсем малышечкой, прям у меня таких деток вообще не было. Я вообще предлагаю родителям приводить детей лет с 7. Но тут был уникальный случай, и совсем мы не ошиблись, что мы начали так рано. И Даша была очень ответственна даже с 4 лет. Была намного ответственнее, чем какие-то дети бывают даже к 7-8 годам. Ну, преподаватель всегда видит потенциал ребенка. Вы над чем работали? Тяжело ли было начинать? И сегодня какие результаты видите? Ну, естественно, мы работали над постановкой голоса, дыхания, над тем, чтобы мы попадали в нотки, над интонацией, потому что в таком возрасте, конечно, интуитивно ребенок, да, чувствует какой-то ритм, знает как, вернее, не знает еще, а он просто интуитивно, может, попадает в какие-то нотки, но это все так, может, где-то неумело, поэтому мы работали, конечно, над техникой больше. И потом уже стали подключать эмоции, которых у Дашки хоть отбавляй. И получилась вот такая вот картина. Чем Даша отличается от других ваших учеников? Вы знаете, я не люблю сравнивать, потому что они все очень уникальны, и кого-то там хвалить, перехваливать и сравнивать вообще не хочется, но... Каждый имеет все равно свою изюминку, да, ученик? Да. Вот Дашка это та девочка, в которой эмоция, как я уже сказала, актерское мастерство, и просто горящие глазки, светлые глазки, которые, мне кажется, могут зажигать других людей вот так, просто по щелчку. Даша, откуда такое вдохновение исполнять песни, исполнять на гагаузском языке? Вот я пришла к Ирине Анатольевне с 4 лет. Мне музыка нравится, у меня есть вкус. Мне этот творческий вкус очень нравится, что я хочу продолжать дальше, дальше и дальше. Ваши идеи мама поддерживает, преподаватель? Вы ходите часто со своими идеями, или все-таки большая часть инициативы от вашей поддержки исходит? Про песню «Ватаным» я так и поняла, так и услышала, что вы слушали песню про родину и захотели свою песню, да? А далее? А песня «Дядучум» откуда родилась? Дядучум родилась песня «Воспоминания» О ком? о дедушке Дедушке имя скажем? Константин. Угу. Чья была идея, Дашка, песни? Мамина. Так. И мне эта идея зашла. Я сама хотела, ну как сказать, мамина идея была написать песню про дедушку. И я согласилась, потому что я люблю исполнять песни и люблю ездить на конкурсы. Только ли или дедушку больше любите? Дедушку больше. Вообще, песня «Дядуджум», мы плавно перешли ко второй композиции. «Дядуджум» – песня о семье. Да. Да. Правильно? Какова идея была данной композиции и... Данная композиция была создана о том, как важна в жизни семья, ценность ее. И даже если потеряв этого человека, одного из членов семьи, то, конечно, он не забывается, не исчезает, а остается в нашей глубине души. И, в принципе, данный контент был создан для того, о воспоминании дедушки. Текст был написан на действительно тех истинных моментах, которых происходили в жизни. Там есть фраза «Каждое воскресенье приходим в гости к
тебе, и ты нам даешь деньги. Так и было. И, в принципе, вся песня описана на достоверных данных. Кто является автором данной композиции? Данной композиции пока является Мария Радова. Она начинающий гагаузский писатель, пока малоизвестный. Тоже текст создался очень легко. Опять же, контент между Дашей и Машей очень теплый и, соответственно, она прочувствовала до глубины души, потому что, когда мы написали эту песню и представили ее, у нее были искренние слезы счастья, что Даша смогла донести и ее текст настолько глубоко. Над музыкой кто работал в данной композиции? Над музыкой мы работаем только с Ильей Кися пока. И у нас с ним контракт до конца этого года. У нас есть план «Ураган» написать 10 песен, создать мини-диск. Даша, если немножечко расскажете о вашей семье. Кто является членами вашей семьи? Какая она ваша семья? Наша семья теплая, душевная. И в нашей семье состоится 5 человек. Папа, мама, старший брат мой, я и моя младшая сестренка. Ну, богатая семья, так скажем. Кто вас еще поддерживает? Бабушка. Из членов семьи? Из членов семьи все. Как папа на ваше творчество смотрит? Да. Вот мама на работе, и пока мама на работе работает, папа меня тудым-сюдым возит. Вот так. А брат? А сестричка? Сестричка Еще маленькая. маленькая. Пример с нее берет. Да. Сестричка. Уже знает, подпевает? практически знает мои 2 авторские песни «Полуй ватаным» и «Дядуджу». Когда на самом деле есть такая серьезная поддержка, вам смело надо идти к поставленной задаче и смело шагать по этому творческому пути, правильно? Да. Вот песня «Дядуджум», она где-то еще звучала? Пока что нигде. Значит, премьера будет на нашем ТВ. Да. Я вас благодарю за то, что вы с этим красивым посылом, с этой музыкальной композицией пришли в нашу студию. Давайте мы и послушаем, и посмотрим песню о вашей семье, о семье Кара. И непосредственно поговорим позже о клипе. Beni kucağına her zaman çekerdin. Nasatların kuvvetimi büderdim. Daducuğum beni sen daimken beklerdin. Dadu, dadu, daducuğum seni özlerim çok. Dadu, dadu, daducuğum senin gibi hiç yok. Dadu, benim daducuğum senden kaldı izin. Daima adardım daducuğum geceleri elin. Girgin oynardık her zaman hiç korkma zorluktan. Başarılar gelir ki o zaman kaçmazsan doruktan. Tutarım aklımda nice şengülerdin. Gelin karaya araba düzerdin. Her pazar bizim Halil'in beklerdin. Güldün yan yerime sen para vererdin. Cadu, cadu, caducuğum seni özlerim çok. Cadu,
марсанго рута. Дядю, синій ремчок. Дядю, senin gibi hiç yok. Ну что, познакомились с еще одной авторской работой Дарьи. И здесь хотелось бы, конечно, Ирина, к вам обратиться. Работая с юными талантами, Дарья у нас сегодня очень-очень юная, восходящая звездочка. Что важно? Техника вокала, дисциплина или все-таки вера в себя? Вообще все в совокупности очень важно, но в первую очередь, конечно, это вера в себя, неотъемлемая часть, так как, ну и ко всему прочему, кроме веры в себя, еще и желание очень большое. Когда есть желание, можно переворачивать горы. Но вместе с тем, конечно, и техника, и дисциплина, то есть это все должно быть, все работать в совокупности. Будущее у юной исполнительницы есть? Очень вокальное? Очень большое будущее. Мы подросли, вокально, в частности, за эти 4 года мы очень хорошо подросли. И я думаю, что дальше будут еще более крутые результаты у нас. Да, Дашуль? Очень отрадно видеть, когда возле юной исполнительницы такая серьезная команда. Как удается продвигаться? Как удается вот этот союз сохранить? Семья, исполнительница, плюс преподаватель, и плюс еще и авторы, и плюс еще и композиторы. Ну, очень большое значение, на самом деле, имеет поддержка родителей, потому что я как преподаватель отдаю полностью себя, это моя работа и мое детище, то есть в любом случае я этим живу. А когда родители включены, и они хотят вырастить из своего чада, особенно вот артиста или какого-то исполнителя, это очень ценно. И на сегодняшний день очень мало, на самом деле, таких родителей, как Дашина мама. Она уникальный родитель, я считаю. Спасибо. Поддерживает просто Дашку. Она может как и пинка дать, так и вовремя успокоить, направить. В общем, подбирает все ключики, лазеечки к ней. Дарья, вокруг преподаватели. Мама учитель, Ирина учитель. Как вот этот союз, как он работает? На вас не давят? С вас много требуют? Нет. Вы исполнительная? Да. Сами к Правда, себе требовательная? Дашка, скажи честно, требует. К себе требовательная? Ты к себе Да. требовательна? Да, очень. Какие качества еще нужно развивать, чтобы, ну, конечно, быть в согласии и мире с мамой, и с преподавателем, и с авторами песни? Иногда нужно и взять себя в руки, да? Иногда Да. хочется отдыхать. Но Ну, что Мама ты делаешь? говорит, как тебе, когда ты не хочешь идти на свои занятия? Вперед из песней. Вот так, вот и песни рождаются. Да, порой Даша ко мне приходит, так, я уже ничего не хочу. Я говорю, так, Дашуль, мы сейчас проснемся, сейчас все будет хорошо. И мы начинаем с ней смеяться, представлять себе, что мы... Помнишь, что мы делали с тобой? Да. Я говорю, куда ты сейчас хотела бы отправиться? Она говорит, на Мальдивы или куда? На Мальдивы. И мы с ней поехали на Мальдивы, стали у зеркала и просто вот так вот летели. И все, у нас все, работа пошла. Расскажи, а почему ты такая усталая? Чем ты еще занимаешься? Какое у тебя вообще расписание? Понедельник у меня Ирина Анатольевна и гимнастика, и все. Во вторник у меня музыкальная школа, скрипка и сольфеджио, и все. Среда. Среда 2 вокала, 2 вокала и хор. хор и тренировка. В четверг у меня музыкальная школа И опять. и опять гимнастика. И
Пятница опять у нас вокал. Пятница у нас вокал, Общий о- и э, такой. индивидуальный, групповой, и потом тренировка. Прошу заметить, что все это расписание – это во внеурочное время. Это уже то, что после После школы. Школы. Да. Музыка, школа, выступления – это на самом деле требует много сил не только от ребенка, но и от родителей. Отвести, привести, дисциплину выстроить, да? Насколько важно и сложно выстроить вот такой ритм в жизни ребенка? На самом деле очень сложно, потому что Дарья сама очень требовательна и дисциплинирована. Хочу заметить, что дисциплина к нам пришла через спорт, и все результаты тоже через спорт. Мы через спорт ломали все стереотипы, которые у нас были до сих пор, стеснение, вот эти вот эмоции негативные. Вот раньше я ходила в бриллиант, у меня был один страх. Я сделаю мостик и упаду головой вниз. Так и было. Пока я не пришла арт-студио. Где работала долго над... Долго над этими мостиками, перекатами. И все это дисциплина, тренировки, соревнования, такое, подъемы. Дали особые результаты и в Характер закалять, да? И в вокале, и в спорте. И когда меня спрашивают, как вы успеваете, на самом деле все можно успеть, если правильно сделать график. Это, во-первых. Во-вторых, нам, конечно, очень сильно помогает наша бабушка, которая водит нас на большинство занятий. Конечно, уже мы подросли и уже самостоятельно где-то стали. Но в любом случае, если все правильно построить, все можно успеть. И если говорить о том, насколько она устала, я хочу заверить каждого родителя о том, что у них настолько много энергии, и они способны на много больше, чем мы думаем. Вот так Даша успешная и в школе. Даша часто участвует в разных проектах школы. Да, и в садика. И в садике, везде. Меня в садик приглашают в гости исполнить мои песни, или которые мы в садике учили. Вот мы выпустились, а эти, которые перешли с младшей группы, не могут. Меня просят, я прихожу петь. Вот на Новый год у моей сестры я была Снегурочкой. Дашину песню поют, кстати, тоже уже в садах. Да. Просят материал, чтобы сделать какие-то постановки под ее песню. То есть она уже, первая песня Палы Ватаным, она уже в народе, можно так сказать. Становится уже известной и востребованной, да? Даша, а если рассказать немножечко о себе, в каком детском саду учились? Сейчас в каком учебном заведении обучаетесь? Я училась в первом садике. Изначально я училась в пятом, потом пятый садик закрылся на карантин. И моя Лелика, ее сын ходил в первый садик, и она говорит, что же будешь дома сидеть, идем с нами. Все правильно. Но я так и пошла в первый садик, мне там и понравилось. Пятый садик открылся, я не хотела туда идти, потому что в том садике меня приняли как родную. И сейчас вы все же возвращаетесь в тот первый детсад Да. на мероприятие и уже исполняете Да. песенки подрастающему Вот поколению. когда я ходила в садик, у нас была воспитательница Домна Наталья по гагаузскому. И она приглашала Аню Драгу, меня. И мы так один раз мы спели дуэтом. Мы выходили в интервью со всеми садами, и я там опела Ане Драгу песни, представляла. На гагаузском. На гагаузском языке. Да. Это А в на школе? А в школе я хожу в первую школу. И так почти... В субботу ты В участвовала? субботу я участвовала в проекте Гагауз Квест.
Так. И я там исполнила песню «Полы ватаным». Последнее мероприятие, которое состоялось в рамках муниципия Камрад в Доме культуры, был фестиваль «Она «Она Делим». Делим». Вы вышли также на сцену. С какой Да. песней? «Полы ватаным». На большую публику не боитесь выходить? Нет. Контакт с зрителем есть? Да. Как люди воспринимают ваше До. исполнение? Хорошо, добро, хлопают. Мне это нравится. Мне хочется продолжать так, в таком духе. Дарья, а есть какие-то новые идеи, задумки в будущем, может, какую-то песню еще исполнить? Пока что думаю. Но в этом году будем ждать новых проектов? Да. Замечательно. Марина, когда выходят новые песни авторские вашей дочери, когда выходят клипы, какие эмоции проживаете? Плачем. Вместе? Все вместе. Дуэтом? Все семья. Всей семьей? Да. Кто громче всех плачет? Громче всех бабушка. Дядю вышла, все просили. Мама, я просила. И бабушка в том числе шла в этот список. Все. И мама уже решила, будем писать. Мы написали, записали клип. И потом, когда просматривали? И потом, когда просматривали, все плакали. Это, наверное, слезы были Счастья. счастья, да? А что значит слезы счастья? От чего плакали? То, что мы про дедушку не забыли. Воспоминания. Вот мама писала, а я ей говорила воспоминания, которые я чувствую о дедушке, и поэтому написался текст. Потом музыка писалась под текст. Дарья, а когда вы исполняете эти песни про родину, про свою семью, что вы проживаете? Какую историю внутри проживаете? Какие эмоции? Дядюшкам очень веселые эмоции. Ну, на самом деле, мы когда разучивали с Дашкой песню Текст, «Дядюджим», и мы начинали... когда его переводили, все плакали. И Ирина Анатольевна, и я, и мама. Было начинать, на самом деле очень сложно было начинать разучивать эту песню, потому что Дашку прорывала на эмоции, наплакала прямо на занятии. И я ей говорила, что все нормально, это хорошо, то есть это даже очень хорошо, что ты их проживаешь. Говорю, ну теперь тебе надо свыкнуться с этим текстом, и дальше уже ты должна донести этот текст до других, чтобы сама ты не расплакалась, но другие почувствовали вот эту эмоцию. И, в принципе, мы добились этого, и потом, да, сейчас она уже прям очень хорошо все. И у Даши спрошу еще, о чем мечтаете, Даша? Мечтаю выйти на большую сцену в Европе, чтобы вот тут висел флаг Молдовы, а тут Гагаузии. Ничего себе. И сделать фреш из гагаузской и молдавской версии «Полы ватаным». А у нас есть, кстати, такая версия, микс, да? У нас часть гагаузская, часть молдавская. И... Первый куплет гагаузский, второй молдавский. Вот честное слово, впервые слышу, чтобы ребенок юного возраста, только 8 лет, вот мечтал об этом. Она достигатор. Она, причем у нее очень большие, широкие цели. Да. Ну, я бы вам пожелала, чтобы ваша мечта сбылась, к ней надо идти упорно. Я вижу, что цель есть, преград нет, команда есть, есть совместная работа, есть преподаватель по вокалу, есть семья, которая крепко будет вас поддерживать. Группа поддержки. Да, будет вас с уверенностью продвигать. Ну, а тот стержень, который в вас, та уверенность, то желание, то стремление, та вера, пусть они только движут вами по вашему творческому пути. Благодарю вас за участие в нашей программе. Вместе с нами этим добрым утром была
юная, талантливая, начинающая исполнительница, звездочка Камрата Дарья Кара. Вместе с нами была мама Дарьи Марина. И вместе с нами была преподаватель по вокалу Дарьи, гагаузская исполнительница, также автор авторских своих песен. Вместе с нами Ирина Милкан была. Программа наша утренняя продолжается. Гостей провожаем. Желаю вам красивого, чудесного дня. Ну, а вы оставайтесь вместе с нами на канале ГРТ.